Тревожная новость об аварии на Чернобыльской АЭС застала 20-летнего Дмитрия Аргун в украинском городе Жданов, где он служил в железнодорожных войсках. Через несколько дней после радиационной катастрофы в часть пришел приказ о создании группы для ликвидации последствий аварии в Чернобыле. В ее состав вошел и герой нашего репортажа. Наша задача была такая, там вот надо было железную дорогу восстановить, там разрушена была при взрыве железная дорога. И нас повезли туда, там мы находились, 23 дня мы там находились. В день мы работали 15, от силы бывало 20 минут, больше невозможно было работать, потому что там сильная радиация была за это. Когда вот закончили вот рабочий день, вот 15 дней поработали, сразу же там вот внутри здания на первом этаже было свинцовыми листьями вот закрыть ее комната, ну, чтобы радиация мало что проходила, свинец выдерживает, говорят. И вот там мы искупались, вещи поменяли и обратно уже выезжали оттуда. Но покинуть территорию АЭС было нелегко. Каждые 500 метров, вспоминает Дмитрий Аргун, находились посты для проверки радиационного фона ликвидаторов аварии. Сами автомобили, на которых они покидали территорию под знаком «Особо опасно», обливались дезактивирующим раствором из воды и моющего средства. Где мы работали, тоже у нас были специально, как авторучка, дозиметры, висели в кармане вот с наружной стороны. И он показывает, сколько ты рентгенов ловишь вообще. Я помню, вот, видно было, в вертолете тоже летали, вот они вот сбрасывали свинец сверху. Вот, а когда вертолет прямо вот пролетал, аж вертолет даже качался вот до такой степени, радиация, говорят, сильная была там. И ну, даже вот так вот смотришь, гул такой стоит, тишина, вот, как его, никого не видно, вот едешь по дороге, все дома пустуют. Тогда еще совсем молодые ликвидаторы не понимали, чем грозит нахождение на территории Чернобыльской АЭС, ведь, казалось бы, каких-то 15 минут в день. Но через некоторое время стало понятно, что эти 23 дня не прошли бесследно для здоровья. С нашей части, вот, которые там вот, в моем возрасте, которые были, вот, 3 белокровие заболели, их комиссовали, отправили домой. Каждый день у нас тоже вот, брали кровь с рук, вот, проверяли нас тоже. Вот. И еще вот на машине я ехал, вот, не то что я, все машины водители внутри машины обшивали свинцовый лист был, у нас дали нам специально, обшивали где что смогли, вот, ну, как, вот, чтобы чуть-чуть защитить вот этот от радиации. Еще вот, жара такая, респиратор, ну, дышать невозможно было, мы иногда снимали, но на самом деле очень тяжело было дышать. Тут написали мне вот 12 рентгенов и 125 миллирентгенов. Вы представьте, это за 23 дня столько поймать, и это тоже я не уверен, что они там правду пишут. Выполняя приказ, мы не думали, что дальше, но между собой не раз обсуждали, что вряд ли удастся выбраться из Чернобыля живыми и здоровыми, рассказывает Аргун. Через 23 дня пришло распоряжение, в котором говорилось об отстранении ликвидаторов Чернобыльской аварии, которым нет 25 лет. В их число попал и Дмитрий Аргун. Мы тоже думали, оттуда даже живыми не выйдем. На самом деле вот так вот было. Вот этот сейчас говорит так легко, но а там на самом деле страшно было. Война войной, но это ты знаешь, где твой враг находится, куда ты идешь. А этот у тебя в окружении, считай, ты попал, не выйдешь оттуда. Вот такая ситуация. Мы вот так вот считали вообще. Завершив службу на Украине, Дмитрий Аргун вернулся в родной Новый Афон. Долгое время никто из родных не знал о том, что ему пришлось пройти Чернобыль. Но позже по почте пришла благодарственная грамота из Украины, и только тогда родные и друзья все же узнали об этом. Абхазские газеты даже писали о нем, вспоминает Аргун. Не раз ликвидатор смотрел документальные фильмы и сериалы о чернобыльской трагедии, но, отмечает, они не находили отзыва в его сердце. Увидев по телеканалу Абаза ТВ короткий трейлер сериала «Чернобыль», вышедшего в 2019-м, он словно вернулся в апрель 1986 года. Смотрю, аж мурашки бегают по телу, понимаете? Вот я вашу рекламу, вот это, что я смотрел тоже, я видел, как люди вот там вот, голубь как... Это на самом деле, это что было, вот это кто снял, вот, я не знаю, это на самом деле первые дни, это было так говорят.
Это видно было даже. Вот это все. Это очень такое, просто молодежь, которая растет так, может быть, не знают этот, но кто там находился, это на самом деле, это вот человек уже знает, что там творилось. Сегодня ликвидатор Чернобыльской аварии из Абхазии Дмитрий Аргун живет с семьей в родном Новом Афоне. В интервью он отметил, что пытается не вспоминать о Чернобыле. Редко кому-то рассказывает о том, как было страшно и звеняще тихо. Там на месте, спустя всего неделю после техногенной катастрофы. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ.